Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы дошли до 17-го греха, и этот грех, возьмем его как два греха, это ливат, мужеложество. Мужеложество, понимаете слово? И сихак. Можно перевести как трибадизм, лесбиянство. Поэтому будем более непонятные термины использовать. А то понятные термины краску нагоняют. Рыма. Ливат. По-арабски будет ливат. Оба греха запрещены в исламе. Однако за один грех, это ливат, мужеложество, за это предусмотрено наказание, как наказание за зина. Просто среди сподвижников это было как единогласное мнение, то, что смертная казнь. Но разногласие не в том, что делается смертная казнь или не делается, а разногласие, как выполняется. Да, сам процесс. Да, потому что за зина мы знаем побивание камнями также, а, например, за убийство там, да, мечом. Вот. И поэтому разногласие было не в том, что выполняется это наказание или не выполняется, а какой процесс наказания, в процессе наказания. Это за ливат, мужеложество. А за сихак, то, что называется сихак, это трибадизм, так скажем. То, что женщина с женщиной делает. Так же, как делает женщина с мужчиной. За это не предусмотрена смертная казнь, за это предусмотрено наказание. То есть судья по своему усмотрению наказывает. Некоторые говорят, как зина наказывает, то есть побивание палками. Другие говорят, что сам решает судья. И оба греха запретны. Однажды у сподвижника спросили, в тафсире Алуси приходят, одного сподвижника спросили, за что были наказаны женщины? За что были наказаны женщины в народе Лута? Если в Коране говорится, что этот грех совершали мужчины, то есть прямым текстом в Коране указано то, что это совершали мужчины, так почему же были наказаны также и женщины? Мы знаем, что спаслись только семья Лута, да. А почему было наказаны женщины? То этот сподвижник сказал, когда мужчины оставили женщин и начали мужчины сближаться с мужчинами, то женщина начала сближаться с женщиной. Понятно, да? Да. Поэтому наказание постигло всех. И причина этого распространения – это слабый институт семьи. То есть семья, вот это все, что связано с семьей, побуждение к семье, крепкой семье, очень слабо пропагандируется.
И в последнее время это больше семья контролируется просто как закон. То есть, если мужчина и женщина хотят вместе жить, они заключают договор и живут вместе. Если не хотят, так могут жить и без договора, просто перед судьей при разделе имущества будут другие процессы вести, и все. И поэтому слабо начали относиться к семье. И по причине того, что начали люди также отдаляться от религии. Причина этого. Когда семья ослабла, то появились грехи, которые стали последствием вот этого. Как вот этот, как сказали, ливат и сихако. В каждом из этих грехов есть очень плохие последствия. Мужчина теряет свои качества, как мужественность, как ответственность. Также и женщина перестает видеть в мужчине мужчину. Начинает самой становиться мужчиной. Также из последствий, после того, как человек теряет стыд, ялабыльми, перед ним открываются двери грехов, остальных грехов. И если такой грех, который всегда считался считался большим грехом среди всех религий, и люди начали их совершать, и люди стали совершать этот грех, несмотря на это, человек, поборов свое стеснение, похоронив свое стеснение, так лучше скажем, после того, как он похоронил свое стеснение перед своим Господом, перед ним откроются и другие грехи. Поэтому вот этот грех — это только начало. И смотрите, Аллах Субханаху ва Тааля что сделал с народом Лута? Он уничтожил их полностью. Он полностью их уничтожил, отправив ветер с камнями. Как Лут, алейхиссалям, сказал: «Ататуна зукрана миналь алямин, ва тадару ма халяка лакум раббукум мин азваджикум баль антум каумун аадун». И вы приходите к мужчинам из всего мира, из всех людей вы приходите к мужчинам и оставляете то, что создал для вас ваш Господь из ваших жен. «Валь антум каумун адун», вы переступивший народ, который переступил границы дозволенного. Не просто границы, которые Аллах установил, а еще границы стыда. То есть это даже тот, который не держит религию, по идее, это считается, так скажем, грехом среди них. И поэтому Лут сказал: «Каумун аадун», переступивший народ. И оставляют то, что создал Аллах, как Аллах установил. «Валутан из каля ли каумихи», этот аят был Шуара 165-166. Также Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Валутан из каля ли каумихи». И Лут, когда сказал своему народу: «Ататуна аль-фахишата ма сабакакум биха мин ахадин мин аль-алямин». Вы совершаете фахиша, вы совершаете мерзость, и никто из вас до этого в этом не опередил. То есть до этого вас никто не делал такие грехи. «Иннакум ля та'туна ар-риджаля шахватан мин дуни ниса». И вы приходите к мужчинам шахватан, с шахватом, помимо женщин,
баль антум кауму мусрифун, вы переступивший народ. Исраф, то есть чрезмерность в чем-то. Инна арсальна алейхим хас, это Агараф, сура Агараф, 80-81 аят. Инна арсальна алейхим хасиба, илля аля лут наджайнахум бисахар, сура Камар, 34 аят. И мы послали им хасиба, как в тафсире приходится, ветер с камнями. Ветер с камнями. Илля аля лут, кроме спаслись только семья Лута. Наджайнахум бисахар, мы их спасли во время сахара. Сахар это когда? Перед утренним намазом время. Это сура Агараф, 80 аят. Валутан изкали ли каумихи ататун аль-фахишата ма сабакукум биха мин ахадим мин аль-алямин. В этом аяте тоже говорится то же самое, что сказал до этого. И сказал Лот своему народу, и вы татун аль-фахишата, приходите к фахиша, и никто вас ни в этом не опередил. И Аллах Субхану Та'аля назвал это мерзостью. В суре Анбия, 74 аяте, «Валютан атайнаху хукман ва ильма». И Луту мы дали знание и мудрость. «Ванаджайнаху мин карьятин аллати канат та'малу аль-хабаис». И спасли мы его из селения, в котором совершались мерзости, хабаис. «Иннахум кану кауман су». Они были народом су, плохим народом. Фасикин, нечестивцами. И смотрите, что ответил народ им. Обычно, когда человек что-то совершает хорошее, и бывает так часто, что его обзывают, хотят обозвать плохо, но называют хорошими названиями. Что сказали Луту? «Вама кяна джаваба каумихи илля ан калу ахриджу аля Лут». И сказал, и был ответом его народа тем, что они сказали ахриджу аля Лут, изгоните семью Лута, мин карьятикам, из вашего селения, иннахум унасу ятатахарун, поистине они люди очищающиеся. Они люди очищающиеся, которые много очищаются. То есть, вместо того, чтобы плохо назвать, обозвать, они что? Восхвалили их. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَخْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهُ مِنَ الْغَابِرِينَ. И мы спасли его и его семью, кроме его жены. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. И не спаслали им дождь, то есть из камней. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ. И как плохо этот дождь, и как плох дождь для тех, кого увещевали. То есть вот эти аяты, в котором Аллах Субхану Та'аля сообщил нам то, что это не может быть хорошей вещью. Недавно в новостях читал, в Британии какой-то мусульманин из Бангладеша, вроде бы он был, в Бангладеше не смог жениться, поехал в Британию и там женился мусульманин. И говорит, что в исламе нет такого явного запрета. После этих аятов как может не быть явного запрета? На каком-то англичанине, британце. Да, на мужчине. Потому что там разрешено. И он говорит, я остался мусульманином и заключил такой брак. И хвастается этим еще. То есть некоторые доходят до того. Бангладеш есть мусульманская. Мусульмане там? Большинство. Поэтому
это болезнь, это болезнь. И то же самое сихак. Когда мужчины начинают сближаться с мужчинами, женщины начинают сближаться с женщинами. Однако, как мы сказали, хоть вот это сихак меньше, да, мужеложство, но он также является большим грехом. Когда вот бывает шейх говорит, в фетвах бывает такое, переспрашивают, спрашивают шейха, есть ли наказание, какой грех вот у ливата, какой грех у сихака. И он говорит там, например, ливат обычно предусмотрена смертная казнь, а за сихак, трибадизм, нету смертного греха. И люди думают, что это небольшой грех из-за этого. То есть как будто макрух какой-то. Но нет. Как в некоторых хадисах, хоть они и слабые, их много, приходят, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал то, что сихакун ниса зина бейнахун. Вот это сихак, трибадизм между женщинами, это зина между ними, сказал. Хоть и нету явного указанного наказания в шариате, судья определяет, как наказать, но что? Это и как зина. Грех такой же, как призина. Поэтому оба являются грехами. И пророк, саллаллаху аджабира, рады Аллаху анху, приводится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис приходит в сборнике Тирмизи и в сборнике Ибн Маджа, «Инна ахвафа ма ахафу аля уммати амаля кауми Лут». Самое сильное, за что я боюсь, самое страшное, за что я боюсь за эту умму, то, что я боюсь за эту умму, это если они будут совершать действия народа Лута. Вот это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал одно из текстов, что он самое больше боится за эту умму, потому что в других хадисах тоже в таком же выражении приходят, но другие грехи упоминаются. Но это также приводится, хадис достоверный, иншаллах. Также пророк от Ибн Аббаса приходит то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, это приходит в сборнике Ахмада, «Маль'унун ман вакаа аля бахиматин, маль'унун ман амаля би амали кауми Лут». Проклят тот, кто совершил это с животным, и проклят тот, кто совершил действие народа Лута. Проклят тот, кто совершил это с животным, и проклят тот, кто совершил действие народа Лута. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман ваджадтумуху я'малю амаля кауми Лут». Если вы найдете того, кто совершает действие народа Лута, фактулю фа'ля валь маф'уля бихи, убейте совершающего и с тем, кого совершили. То есть оба получают наказание, как пассивный, так и активный. Хадис достоверный. То есть, это не значит, что мы, если сейчас увидим, то надо что? Это все решается только в исламской стране и при решении кого? Казы, да. А так, без казы, такие действия запрещено что-либо. Без казы запрещены эти действия. Да, там тоже это не просто так все это делается. Естественно, есть условия. Запомните правило. Одно правило скажу вам. И это правило усвойте. Если какой-то хукм разбирается в шариате, положение халяль, харам, ваджиб, фарз, сунна, у каждого хукма, у каждого положения обязательно должны быть условия. Условия, у каждого хукма должны быть условия. То есть, если сказано, должно быть оговорены условия. Оговорены также мавани', то есть кирталяр, преграды, да, препятствия. Вот это обязательно должно быть обговариваться. Например, Аллах Субхану Тааля, как многие ошибку совершают, Аллах Субхану Тааля сказал, и мясо животное, заколотое христианами, ахлюль китаб, христианами, иудеями, халяль, разрешенное. И при этом
забывают, что у этой вещи что есть? Условие. И есть препятствие. Вот это все должно быть оговорено. Например, Аллах Субханаху ва Тааля в другом аяте сказал: и не кушайте то мясо, над которым не было упомянуто имя Аллаха. То есть они должны сказать во имя Бога. Да, как минимум. Во-первых, это. А как мы это узнаем, говорят они во имя Бога или нет? А? Гадат. Обычай. То есть обычай. Спрашивается у них: вы говорите при закалывании во имя Бога? Или вы говорите во имя Иисуса? Или как вы говорите? Обычно есть обычай, который укоренен в этом местности. Например, у нас в Нижнекамске вообще ничего не произносят. Они говорят, мы в основе должны быть вегетарианцами. Да, мы вынужденно кушаем мясо. А раз мы совершаем такой грех, как мы можем упоминать имя Бога, когда закалываем? Поэтому здесь обычай, значит, христиане, когда закалывают, что делают? Упоминают имя Бога? Нет, не упоминают. Если отдельно ты найдешь христианина, который упоминает уже, то тут уже надо выяснить, упоминается или не упоминается. А если ты, например, зашел в местность, где знаешь, где вот обычай распространен, то что они что делают? Произносят, например. Да, например, в каком-то городе, город X так назовем, приходишь, и там обычай, что в этой местности упоминают. Там уже не надо спрашивать, говорится бисмилля или не говорится бисмилля. Потому что обычай что установлен? Что? Да, надо упоминать. Тут уже не надо спрашивать. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не спрашивал, потому что упоминалось. Например, самое лучшее, это обратиться к знающим среди них. То есть к этому, под чьей паствой, тот, кто является руководителями, то есть священнослужитель называется, или как у них там. К нему обращаешься и спрашиваешь, он же их наставляет. Значит, он обязует их говорить, например, или не говорить, или еще что-то. И это еще, на этом разве все? Нет, на этом не все. Разве у мяса только это условие? Чтоб не свинья была, да, есть условия. Есть условия закалывания. Чтобы она не была убита, прежде чем была заколота. И опять же, гадат какой-то. Если в заводе X или в городе Y много совершается, в большинстве случаев, или много совершается убийство током, например, прежде чем заколоть. Или там, вот даже у нас в деревне в Ташлыке, когда я жил, там было такое, что русские семьи, которые были, они с этим кувалдой ударяли по башке, чтобы он терял сознание. А кто знает, он может в это время что? Умирал. В большинстве случаев, возможно, он умирал даже в это время. И потом только закалывали. То есть подходили, вот так давали кувалды. И в русских, например, в некоторых деревнях это распространено. Сначала оглушить сильно, а потом это... Поэтому вот это тоже условие. И это опять же возвращается к гадатам. Обычаям среди... Если это распространено, если это известно, если это так делается, то тут уже обязательно надо спрашивать. А не просто так, мы христиане, это... Нет, неправильно будет. Потому что Аллах это условием поставил. Значит, это условие должно выполняться. Во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тоже они были многобожниками. То есть Аллах субхану ва тааля же не спасал аят это. И сказали христиане «Тhalithу thalatha», третий из трех. То есть во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тоже они верили в Троицу. Троица была уже в то время. Поэтому они такие же были, как и сейчас, да. Поэтому нельзя сказать, что те христиане, они другие христиане.
Если условия другие совершены, да, если правильно там перерезано 3 из 4, также, если, то, конечно, можно. Например, даже говорят, что, например, кошерное мясо, вот печать есть кошерное, также в большинстве случаев иудеи, они намного строже относятся к этим условиям, чем, например, христиане, и поэтому можно такое мясо. Да. Ну, как у нас халяль знак есть, у них такой кошерный есть знак. Иудеи, они очень строго относятся, например, к этому, к условиям закалывания. Поэтому, например, если известно это... Ну, это... 2 вены, воздух ходит, и пищевод. 3 из 4 должно быть это перерезано. Да. Условия вы не проходили, что ли? Повторять надо, повторять. Поэтому вот это обязательно совершенно. То же самое, вот люди появились там в свое время, когда увидели, что человек совершает какой-то куфр, начали его говорить, что он кефир. А тут же, опять же, условия должны быть. И что? Преграды преодолены, да, препятствия. Препятствием, например, ля илях илля Аллах может стать. Препятствием какое-то невежество может стать. Препятствием может гнев какой-то стать. Препятствием еще много препятствий всяких есть. Поэтому это и решает судья. Поэтому это не просто, когда обязательно должно быть условие, должно быть рукны известны, то есть на что опирается это действие, какие вещи должны обязательно соблюдены быть, какие условия должны быть, что нарушает вот это. Вот препятствие это как раз вот нарушает, или например, человека увидел, не в сторону киблы намаз читает. Можно ли сразу сказать, что он, на него намаз неправильный? Да, видишь, препятствие появилось. Мы знаем, что, зная, читать в другую сторону неправильно, так же? Но, а может у него препятствие есть, именно незнание. Или есть другое препятствие, другие препятствия, может, помимо незнания. Например, он боится за что-то. И по-другому не может встать, например. Например, боится, что враг придет с той стороны. Или дикие животные могут напасть, например. И он вынужден вот так читать. То есть много чего надо рассматривать в шлайбе, поэтому это во всех хукмах в шариате.